перед слушаниями в ЕСПЧ иска России, это Украины против России, они поубавили свои темпы террористической своей деятельности, и заметно видно, что они прекратили такие массовые обыски, массовые аресты, пошли даже на такой шаг обмена. Вы знаете, это все для того, чтобы на суде в ЕСПЧ показать, что они выполняют какие-то требования мировой общественности, и как бы лояльны уже, и как бы они готовы, чтобы с них сняли все экономические санкции. Однако это просто пыль в глаза, это ложь, потому что Россия – империя лжи. Не надо об этом забывать. Это их все разработки делаются для того, чтобы усыпить бдительность мирового сообщества. И в некоторых случаях даже мы наблюдаем, что ряд европейских лидеров, в том числе я иногда замечаю и президента США, которые делают реверансы в сторону Путина, которые с ним обнимаются, называют его лучшим другом и так далее, делают какие-то подарки в виде комплиментов. Это говорит о том, что такая лживая, хитрая политика Кремля, она иногда находит свое место в умах тех людей, лидеров стран, которые ответственны за продолжение и ужесточение этих санкций против России. К сожалению, это так. Ну, на вашу думку, чи будуть посилені ще ці санкції? Я думаю, что усиление санкций будут, потому что в любом формате, будут сейчас переговоры, готовится этот нормандский формат, собирается обсуждать минские договоренности. Во всех них я почему-то надеюсь, очень сильно надеюсь на нашего президента Зеленского, что он будет твердо стоять на позиции, что любые переговоры во всех форматах должны быть только начинаться с двух пунктов. Первый пункт – освободить, полностью деоккупировать территории Крыма и Донбасса, и далее продолжать уже какие-то разговоры. Кроме этого, недавно один политолог и очень известный Илларионов высказал мысль, что со стороны Украины не было конкретной ноты относительно Керченского пролива. Поэтому требования должны быть: это первое – Крым, второе – Севастополь, третье – Керченский пролив, и четвертое – Донбасс. Вот эти 4 территории, 4 фактора, которые влияют на отношение мировой общественности к России. Только после их освобождения и возвращения в Украину можно вести какие-либо переговоры с Россией о дальнейшем о каком-то контакте. Ну от щодо мінських цих угод, вони були підписані ще минулим президентом Порошенком. Ви, як член Меджлісу, ви їх підтримуєте? Вы знаете, анализ этих Минских соглашений и ознакомившись глубже с текстом этих соглашений, я вообще считаю, что подписание этих соглашений не должны были состояться в таком формате, в таком виде, потому что это чисто такая сдавальческая позиция государства Украины. Я думаю, не знаю, по каким воздействиям или из каких соображений этот Минские соглашения были подписаны нашим руководством. Возможно, это в 2014 году было большое беспокойство крупной оккупации всей Украины от России. Может, страх перед этим вынудили подписать эти соглашения, но отнюдь это соглашение не подходит к Украине, и ни в коем случае нельзя о них садиться и разговаривать. Если разговаривать в минском формате, первый вопрос должен поставить, последний пункт этого соглашения выполнить в первую очередь. Это деоккупация территории Донбасса. Второй пункт, опять, освобождение Крыма, Севастополя, Керченского пролива.
потом продолжать уже вопросы, как будут проходить выборы на этой территории Донбасса. В Донбассе, и в том числе после освобождения в Крыму, будут проходить выборы по всеукраинским законам о выборах. И не надо ничего придумывать, потому что есть закон государства, которому принадлежат эти территории. И ради каприза какого-то агрессора, да, в конце концов, мы не можем под его желание подделать, переделать законы государства для того, чтобы закрепить статус оккупированных территорий, отказаться как бы от них, признав вот эти Минские соглашения, которые были подписаны в декабре 2014 года. Я думаю, что наш президент проявит гибкость, твердость, и есть даже такие пожелания, и я присоединяюсь к этому, чтобы он это проводил с глазом один на один с Путиным. Я думаю, у Зеленского уже достаточно опыта набрался, чтобы не спасовать перед агрессором Путиным, потому что присутствие других деятелей международных могут его заставить принимать какие-то решения, которые они захотят. Я уже до этого говорил, что они делают некоторые реверансы перед Путиным. И я думаю, что это состоится, если эти переговоры, то президент проявит такую смелость.